В России законодательно урегулирована работа вытрезвителей. Такие учреждения теперь могут работать в виде государственно-частного или муниципально-частного партнерства. Этот вопрос сегодня рассматривали в Госсовете Коми и выдвинули ряд предложений. Подробности знает Елена Кононова. Чумаков, на выход. Типичный советский медвытрезвитель, где местные выпивохи приходили в себя и делились грустными историями о том, кто как сюда попал. А это уже современные реалии. В палатах сыктывкарской наркологии пусто. За год в этих стенах побывали всего 42 человека. Но такая цифра не потому, что стали меньше пить. Прием ограничили из-за пандемии. Последний раз сюда привозили клиента в середине ноября. Их приводят сотрудники полиции, мы проводим в отношении них медицинское освидетельствование, осматриваются, естественно, медработниками, в частности, если это у нас есть дежурный фельдшер, либо врач у нас круглосуточно здесь находится, осматривается, и при отсутствии противопоказаний и отсутствии хронических заболеваний, соответственно, на основании этого мы можем человека, так называемого получателя услуг, как оно прописано в алгоритме, можем принять, грубо говоря, на побывку именно в наши палаты. Раньше вытрезвители относились к системе МВД, но когда в 2011 году был принят закон о полиции, их упразднили. Поэтому граждан в состоянии сильного алкогольного опьянения стали привозить в больницы, что доставляло немало хлопот и неудобств не только медикам, но и больным, которым приходилось терпеть неприятное соседство. Поэтому регионы стали вновь создавать места, где сильно пьяный человек может просто отлежаться. В Коми, кроме Сыктывкара, подобный вытрезвитель есть еще и в Усинске, был и в Ухте, где 2 палаты функционировали на базе психиатрической больницы. Но его закрыли из-за аварийного состояния помещений. Надо сказать, что до сих пор работа таких отделений не была отрегулирована законодательно. И вот в конце 2020 года депутаты Госдумы наделили регионы и муниципалитеты правом создавать вытрезвителей. Сейчас появилось новое правовое регулирование, и Государственный совет вместе с правительством должен готовиться к тому, чтобы издать все необходимые законы и эту работу уже с учетом распределения полномочий осуществлять в Республике Коми. Пожалуй, один из главных вопросов – это финансирование. Содержание подобного учреждения требует немало средств. Это и расходы на отопление, электроэнергию, зарплату сотрудникам и так далее. В советские времена за подобные гостиничные услуги приходилось платить из собственного кармана самим клиентам. Сегодня все изменилось. Мы же понимаем портрет человека, который попадает в вытрезвитель. Это, скорее всего, человек, который имеет не очень большие доходы, который оказался в трудной жизненной ситуации и которому сложно будет что-либо возместить и выкроить из своего личного или семейного бюджета. Еще предстоит разобраться, где вытрезвители нужны в первую очередь. Сотрудники МВД считают, что достаточно их открыть во всех крупных городах. В сельских районах достаточно будет затруднено сотрудникам полиции доставлять граждан из отдаленных мест к району, в центральный населенный пункт, где возможно оказание данной медицинской помощи. В городах данная работа была бы более эффективна. Тем не менее, сельские районы тоже нельзя сбрасывать со счетов, считают депутаты. Например, при районных центральных больницах можно создать наркологические койки. На сегодня слишком много вопросов, с которыми надо разобраться. Вероятнее всего, этим будет заниматься отдельная рабочая группа. Елена Кононова, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.